كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Всевышний Аллах, дорогие братья, в этом аяте, который я прочитал, говорит: «Сари'у иля магфиратим мин раббикум». Спешите к прощению вашего Господа. «Ва джаннатин ардуха ас-самавату валь ард уиддат лиль муттакин». И спешите в рай, ширина которого небеса и земля. «Уиддат лиль муттакин» уготована для богобоязненных людей. Кто эти такие люди, богобоязненные? «Алладина юнфикуна фиссарраи ваддарра». Это те, которые расходуют на пути Аллаха в богатстве и бедности, когда им трудно и когда им легко. «Валь-каазимин аль-гайза», которые могут утаить свой гнев. «Валь-афина анин-нас», прощать людей. «Валлаху юхиббуль мухсинин». И Всевышний Аллах любит творящих добро, говорит Аллах. В этом аяте Аллах Субхану ва Тааля определил нам, кто такие богобоязненные. В наших взаимоотношениях между собой это те люди, которые умеют утаивать свой гнев. Этот нрав, когда человек на этом привыкает утаивать свой гнев, даже если у него есть сила дать возмездие, то этот нрав называется хильм. Этот нрав, что означает хильм? С русского языка это кротость. На русском языке это кротость, мягкость характера человека. Когда человек переносит обиды других, не утаивает к ним обиду, но это не от слабости человека, даже если он сильный. Как сказали ученые, аль-хильму дабту нафси ва таб'у ан хаяджани л-гадаб. Нафси ва таб'у инда хаяджани л-гадаб. Это умение контролировать себя и свой характер, когда у нас начинает гнев кипеть начинает. Аллах именно в этом аяте этих людей назвал богобоязненными. Халим, кротый человек, мягкий характером человек. Даже если он силен, чем противник, чем тот, кто его пытается обидеть словами или делами, он прощает его. Аллах Субхану ва Тааля этим качеством назвал великих двух пророков. Это Ибрахим и Исмаил. Аллах в Коране сказал: «Фабашшарнаху бигулямин халим». И мы обрадовали Ибрахима радостной вестью, что у него будет сын, у которого есть мягкий характер. То есть кротый сын. Бигулямин халим, говорит. А также самого Ибрахима тоже, алейхиссалям, Аллах Субхану ва Тааля описал этим качеством. «Инна Ибрахима ла ауахун халим», говорит. Воистину Ибрахим, он много поклоняющийся Аллаху, халимун,
человек мягким характером, добрый, кроткий человек. И они это доказали, Аллах Субхану Тааля, свою сабр, свое терпение, доказали, оба доказали, когда Аллах Субхану Тааля им приказал принести жертву, Ибрахиму приказал принести жертву своего сына. Аллах в Коране говорит: «Фаламма балага са'я ма'аху са'я, каля я бунайя, инни ара фил манами анни азбахук». Когда он стал взрослым, он говорит, Ибрахим говорит своему сыну: «Я вижу во сне, как я тебя приношу жертву», говорит. Это было откровение от Аллаха. «Фандур мада тара». Ты что думаешь об этом, говорит? «Каля я абати ф'аль ма ту'мар». О мой отец, делай то, что тебе повелевают, говорит. «Сатаджидуни инша Аллаху минас сабирин». Ты меня найдешь, инша Аллах, из проявляющих терпение, говорит. Аллах в Коране говорит: «Валя таставиль хасанату валя сайиа». Добро и зло не может равняться. «Идфа биллати хия ахсан». Когда тебе делают зло, ты отвечай добром, говорит. «Фаида аллади байнака ва байнаху адаватун кааннаху валиюн хамим». И тот человек, который между тобой и между ним вражда, он будет как будто твой близкий друг, говорит. Дальше что Аллах говорит? «Вама юлакаха илля алладина сабару». И это не может проявить, это качество не может проявить, кроме тех людей, которые проявляют сабр, говорит. Те люди, которым Аллах дал сабр. «Вама юлакаха илля зу хаззин азим». И это качество не может себе найти, кроме человека, который обладает, который получил большую удачу. Удача, счастье в этом мире и в том мире. У нас много бывает, именно для кавказцев, для нас это трудное качество. Быть халим, мягким с нашим противником, нашим соперником, кто нас словом или ругает словом, или делом, или что-то делает. Мы не можем терпеть. Мы обязательно его тянем один на один драться. Аллах что говорит в Коране? «Идфа биллати хия ахсан». Отвечай лучшим образом, говорит. Однажды Умар ибн аль-Хаттаб, радiyallahu анху, приходит его раб, который его ослушался, и Умар ибн аль-Хаттаб был очень разгневан на него. И когда он пришел, он хотел его наказать, он раб узнал это, он говорит. Сразу, когда увидел Умара, он говорит: Аллах в Коране говорит: «Валь-казимин аль-гайда». Аллах в Коране говорит: богобоязненные те люди, которые умеют утаивать гнев, говорит. Сразу Умар ибн аль-Хаттаб успокоился. Хотел наказать его, сразу успокоился. Все, я не буду наказать, говорит. Он дальше продолжает аят. Аллах в Коране говорит: «Валь-афина анин нас». Аллах в Коране говорит: прощающих людей. Все, я тебе простил, говорит. Он дальше продолжает аят. Он говорит: «Валлаху юхиббуль мухсинин». Аллах любит творящих добро. Он говорит: ты свободен ради Аллаха, иди, говорит. Освободил его. Сподвижники, ради Аллаху анху, они умели останавливаться, когда слышали аяты Корана. Умели брать свой нафс в руки, умели терпеть. Поэтому Ибн Аббас говорил: «Амар Аллаху аль-му'минина бис-сабр инда аль-гадаб». Воистину Всевышний Аллах приказал верующим людям в Коране делать сабр, когда они злятся. «Валь-хильму инда аль-джахль». Проявлять кротость, когда видят джахль другого человека, невежество другого человека по отношению к тебе. «Валь-афу инда аль-исаа». И прощать, когда тебе делают плохо. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ. Если они это сделают, Аллах защитит их от шайтана. وَخَذَعَ لَهُمْ عَدُوَّهُمْ. И подчинит им ихнего врага, говорит Аллах. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Как будто этот человек их недавний друг, говорит. Ссылаясь на тот аят, который я прочитал, говорит Ибн Аббас эти слова.
Поэтому, дорогие братья, аль-хильм, кротость, это нрав человека, который любит Аллаха. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, одному из сподвижников, Ашадж Абдул Кайс, ему говорит: «Инна фика ла хаслатани». Воистину у тебя есть два нрава, два качества. Говорит: «Юхиббухум Аллах». И Аллах любит эти два качества, которых любит Аллах, говорит. Аль-хильм валь-анат. Мягкость, кротость и сдержанность. То есть сабр, не спешка. Анас ибн Малик рассказывает от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ат-таанни мин Аллах». Сдержанность человека в своих делах от Аллаха, говорит. Спокойно делать свои дела. «Валь-аджалату мина шайтан». Спешка от шайтана, говорит. «Вама ахадун акцару маазира мин Аллах». Нету никого, говорит, тот, кто находит оправдание для своих рабов, кроме как Аллаха, говорит. «Вама мин шайин ахаббу иля Аллахи мин аль-хильм». И нету такого качества, было бы любимее Аллаху, чем хильм, говорит, чем мягкость человека. Почему это так? Потому что человек подавляет свой гнев, даже если он силен. И сила посланника Аллаха не определял физической силой. Он говорил: «Лейса шадиду бисура». Сила это не то, что ты можешь валить других людей, говорит. «Ва иннама шадиду аллади ямлику нафсаху инда аль-гадаб». Силен тот человек, который может владеть своим нафсом, когда он злится, говорит. Поэтому, дорогие братья, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наши и до него, которые были пророки, их главное качество было мягкость. И это качество передалось сподвижникам, ради Аллаху анху. Никогда ради себя они не злились. Если злятся, злились ради Аллаха. Сегодня, на сегодняшний день, мы наоборот у нас все. Мы злимся ради себя. Если кто-то нас оскорбляет, мы выходим из себя, мы не можем контролировать себя. Всю жизнь на этого человека будем гибат делать, бухтан делать. Вот. Даже до этого не доходит. Если такое, хоть чуть-чуть холодное отношение видим, все, отворачиваемся от него. Вот. Не дай Аллах, что он что-то нам скажет, или оскорбит, или что-то сделает, субханаллах. Али ибн Аби Талиб, однажды, ради Аллаха, известная история, воюет с человеком, на Газавате воюют. И когда он его положил и хотел его убить, тот плюнул ему в лицо. Али ибн Аби Талибу плюнул в лицо. Али ибн Аби Талиб оставил его. И он говорит: «Почему ты меня оставил?» Он говорит: «Потому что до этого я хотел тебя убить ради Аллаха», говорит. А сейчас я хотел тебя убить ради себя, ради своего нафса. Я оставил его. И этот человек принял ислам. «Идфа биллати хия ахсан». Отвечай лучшим образом. И тогда твой враг станет твоим другом. У нас наоборот. Наши друзья становятся нашими врагами из-за наших же нравов, из-за наших же ахляков, из-за того, что мы не можем контролировать себя. Али ибн Аби Талиб говорил: «Лейса аль-хайру ан юкфира аль-малука ва валадука». Недобром является то, что у тебя много имущества, много детей. «Валякинна аль-хайра», но настоящее добро, говорит, «ан юкфира ильмука ва я'зума хильмук». Как настоящее благо для тебя, когда у тебя становится много знаний, ва я'зуму хильмук, и становится огромным твой хильм, твоя мягкость, твоя кротость. «Ва ан ла тубахи ан-наса би'ибада». И не показывать себя, если ты умеешь не показывать себя в своих ибадатах, в своем поклонении Аллаху. «Фаида ахсанта хамидта Аллаха та'аля». Если ты творишь добро, восхваляешь этому Аллаху, это знает только Аллах. «Ваида асата». Если ты ошибаешься перед Аллахом, «Истагфарта Аллаха азза ва джаль». Попросил у Аллаха прощения, говорит. «Та'алламу аль-ильма», говорил Умар ибн аль-Хаттаб, берите знания. «Ва та'алламу лиль-ильми ас-сакината валь-хильма».
И вместе с знаниями берите ас-сакината, спокойствие, говорит. Валь-хильма, и мягкость отношений ваших братьев. Один из известных сподвижников, к нему относится плохо. То есть человек оскорбил его. И один из его подчиненных сказал: он же твой подчиненный, почему ты его наказываешь? قال إني أستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. Я стесняюсь, говорит он, что моя мягкость станет меньше, чем грех этого человека, говорит. Чтобы Аллах видел, что моя мягкость стала меньше, чем грех этого человека, говорит он. Поэтому, дорогие братья, мы сегодняшний день нуждаемся в этом характере, этом нраве. Особенно в этот месяц Рамазан. Прощайте друг друга. Если вы можете идти к своей постели, не имея обиду на человека в этом мире, то сделайте. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он указал на человека, есть 3 раза он указал: если вы хотите увидеть человека из рая, вот на него посмотрите, говорит. И один из подвижников идет за ними и следит, к нему гости пошел, следит, что за нрав у него, чем он отличается. И когда он ничего отличного от него не увидел, то, что бы его отличало, он говорит: что ты делаешь? Говорит, то, что мы не знаем. Говорит. Он говорит: я каждый день иду в свою постель и в своем сердце не оставляю обиду ни на кого из мусульман. Говорит. Дай Аллах нам сабра. Дай Аллах нам сабра по отношению к нашим братьям и сестрам. Почему я говорю сестрам? В нашей семье тоже нуждаемся хильм. Хильм проявляется, когда у нас есть возможность наказать человека. Когда мы сильны, а женщины слабы перед нами. Человек иногда бывает, субханаллах, тебе он кажется вали среди братьев. Он до того кроток и до того мягок, но он, когда домой приходит, субханаллах, он дома становится свирепым тигром против жены и против детей, субханаллах. Именно в этом месте нужно проявлять хильм, когда перед тобой слабый человек. Почему сегодня наши жены мусульман, должны прибегать к полиции, позвать на своего мужа полицию, субханаллах? Почему мы заставляем это делать этих жен? Как сказал посланник Аллаха, субхану ва тааля, они говорят аманат, который Аллах дал вам их. И они слабы. И мы ответим перед ним, перед Аллахом. И мы сегодня из-за своего гнилого нрава заставляем их вызывать полицию на себя. Пусть Аллах очистит наши сердца, дорогие братья. Акулу каули хада, астагфируллах. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. Чуть-чуть вперед подвиньтесь, дорогие братья. И, конечно, когда мы проявляем сабр, имея возможность отомстить, Всевышний Аллах просто так это не оставит. Как сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, «Ма тавада'a ахадун лиллахи илля рафа'аху Аллах». Кто бы не проявлял кротость ради Аллаха, Аллах его поднимет, поставит его вверх. Поэтому, дорогие братья, нужно привыкать проиграть по отношению к мусульман. Проиграть в своих словесных перепалках, проиграть в своих драках. Нужно научиться этому. Нам кажется, если мы проиграем в споре, особенно перед людьми, что мы унижены этим. Нет. Наоборот.
Когда мы выигрываем, тогда мы унижаемся. Потому что мы заткнули нашего брата, чтобы показать другим, что мы его заткнули. И какая польза человек получает, когда проявляет хильм? В первую очередь он получает любовь к Аллаху, любовь Аллаха к нему. Потому что любовь Аллаха, потому что это нрав, кротость, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, самый любимый нрав Аллаха, субханаху ва тааля. Во-вторых, он становится подобен пророкам. Это нрав наших пророков. Быть подобным нашим пророкам, мы в каждом намазе просим Аллаха. Ихдина сират аль-мустаким, сират аль-ладина ан'амта алейхим. Сделай нас из числа тех, кто ты облагодетельствовал, кому ты облагодетельствовал. Эти кто? Эти наши пророки. Именно в их нравах мы должны следовать за ним. Не только в акиде, не только в наших внешних поклонениях, именно и в нравах тоже. Вот этом и проблема нынешней уммы мусульманской. То, что во всех остальных мы следуем, но в нравах не следуем. А также человек становится причиной распространения добра на земле. Не будет раскола. Из-за двух человек может стать большое разногласие среди мусульман. Особенно у каждого, если есть родственники. Сколько бывает, субханаллах. Два человека спорят, два молодые люди из-за дунья, из-за чего-то. Идут драться один на один, потом потихоньку разрастают, целый клан друг другом воюет, субханаллах. Кровная месть, это то все, субханаллах. Из-за чего? Из-за нафса двух человек. Если бы один из них проявил бы кротость, в этом мягкость проявил бы, и сделал бы ради Аллаха таваду, простоту проявил бы, Аллах его возвысил бы. Непременно, так как посланник Аллаха сам так говорит. Как можем достичь хильма? Иннама аль-ильму бит-тааллум, говорили салафи. Ва иннама аль-хильму бит-тахаллум. Воистину знание получаем обучением. Воистину хильм получаем бит-тахаллум, проявление этого хильма, этой мягкости, проявлением сабра, подавлением себя. В первую очередь вспомните, дорогие братья, хильм Аллаха к нам, мягкость Аллаха к нам. Потому что сколько мы грешим Аллаху, и сколько Он нам прощает. Если бы Аллах наказывал бы нас по нашим грехам, сразу уничтожил бы. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ, говорит. Вы знаете, говорит Аллах, Всевышний Аллах знает, говорит, что вы несете в своих душах, что у вас в душах, говорит. فَاحْذَرُوهُ, остерегайтесь Аллаха, что его хильм не всегда может быть. И второе, чтобы получить хильм, нужно вспомнить, что обещает Аллах субханаху ва тааля тем, кто прощает. В первую очередь Аллах его посчитал в числе богобоязненных. «Уиддат лиль муттакин», рай, который уготовил богобоязненным, говорит Аллах субханаху ва тааля. И потом вспомнить нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хильм нашего пророка. Предела не было. Море хильма пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был. Однажды сидит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в мечети. И заходит оттуда человек. Сидит, зикр, поминает Аллах. Заходит один бедуин, идет прямо в угол и мочится там в углу. И сподвижники разозлились и хотели туда. Подождите, говорит, не останавливайте, говорит он. Оставьте до конца делать свое дело, говорит. И когда он закончил, сказал, возьмите ведро воды и туда налейте, говорит. И позвал этого человека. И сказал, этот мечеть, говорит, место для поклонения Аллаху. Здесь нельзя такие вещи делать. И он просто от глаз сподвижников до того гневно смотрели на них, спрятался, говорит, за других, спрятался за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал.
И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи закончил это и сказал: «О Аллах, прости Мухаммада и меня, и больше никого не прощай», говорит. Ну, простой бедуин был, видно, этот. Мягкость. Даже по отношению к своим врагам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, вспомните, сколько измучили пророка, саллаллаху, сколько замучили его сподвижников, сколько. И когда он пришел в Мекку, когда он завоевал Мекку, внезапно он появился, 10-тысячное войско внезапно в Мекке появился. Еще мекканцы были в вражде с пророком, саллаллаху алейхи. И все собрались. И он говорит: «Ма тазунуна анни фа'илун бикум», говорит. Что вы думаете, что я с вами сделаю? Он говорит: ты благородный сын благородного, говорят они. Они знали, что пророк сам такой. И говорит: «Идхабу антум тулака». Идите, говорит, вы свободны, говорит. Ничего не сделал. Наоборот, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, тех предводителей, которые всю жизнь с ним воевали, когда увидел, что они подчинились ему и хотел, чтобы они пришли в ислам, начал им раздавать имущество. То есть трофеи им. Одному 100 верблюдов, другому 300 верблюдов. Огромное количество золота, чтобы расположить их в ислам. Главное для пророка, саллаллаху алейхи, было что? Не сам, не свой нафс, а спасение человека. И для нас это должно быть. Если у нас цель жизни — это спасение людей, никогда не будем злиться на них. Но у нас цели не спасение, наши нафсы. Чем больше у нас ибадата, тем сильнее становится наш нафс. Однажды посланник Аллаха, Анас ибн Малик, рассказывает: мы когда ходили с пророком, и на нем была грубая одежда, грубый халат. И приходит один человек, бедуин, взял его за этот халат и так дернул его, как на шее красное стало. О, Мухаммад, говорит, верни твои деньги, которые ты забрал, это твой долг, который ты должен отдавать, говорит. И что сделал пророк, саллаллаху алейхи? Ничего не сделал. Улыбнулся и сказал: дайте ему долг. Сказал. Анас ибн Малик рассказывает, он был хадимом, служил пророку, саллаллаху алейхи вассалям, долго. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. Он был человеком самым красивым нравом, говорит. فأرسلني يوما حاجة. И однажды он меня отправил по делам. И я пошел, говорит, он и задержался на улице. Увидел, где он маленький, он ребенок был, подросток был. И видел, что дети играют, и вместе с ним задержался. Видимо, важное задание было пророка, саллаллаху алейхи, забил и остался там. И я почувствовал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, взял меня за затылок, говорит он. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَضْحَكُ وَهُوَ يَضْحَكُ. Я посмотрел, а он улыбался, говорит. قال я Унайс. Унайс — это уменьшительное ласкательное слово. Не она сказал, Унайс, говорит он. «Идхаб хайθу амартук». Иди, говорит, куда я тебя отправил, говорит. «Кала, культ, ана адхаб, я иду, говорит он. Я у нас, «Валлахи, лакад хадамтуху 7 синин, ау 9 синин». Я служил ему 9 лет, говорит он. «Вама кала ли шейин, вама амильту, кала ли шейин санату, лима фаальта када ва када». И ничего, то, что я делал, когда я ошибался, не сказал мне, говорит, почему ты так сделал, почему ты так сделал, говорит. И то, что я оставлял, не сказал, говорит, почему ты так не делал, говорит. Понятно, что он обидится. Черствость, жесткость — это не наши нравы, дорогие братья. У каждого это бывает, это зависит от воспитания.
Особенно наше кавказское воспитание, мы знаем, что такое жесткое бывает. Но нам больше благородности, нам больше любовь от Аллаха Субхану ва Тааля придает, когда у нас есть это, и можем утаить это у себя. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, раздавал имущество, то есть раздавал трофеи. И вдруг приходит человек Зуль Хувейсира, которого звали Зуль Хувейсира. Факаля я Расуль Аллах, он таким громким голосом говорит: о посланник Аллаха, И'диль, будь справедлив, говорит. То есть показывает, что ты несправедлив. И посланник Аллаха удивился и сказал: Вайхак, говорит тебе, говорит, ваман я'диль иллям а'диль. Кто же будет справедлив, если я не буду справедлив, говорит он. Лахад хибту ва хасирту иза лам а'диль. Я буду самым несчастным человеком, если я не проявлю справедливость. Говорит, фаман я'диль, кто же будет проявлять справедливость? И сподвижники обиделись за нрав этого человека, за то, что он обращался с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И Умар ибн Хаттаб даже сказал: давай, говорит, я отрублю ему голову. Говорит, нет, он говорит, нет, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, инна лаху асхабан яхкиру ахадакум салатаху ма салати. У него есть друзья, говорит, то есть за ним будут идти потомки, в нашей умме будут такие люди, говорит он, что вы будете свой намаз считать ничтожным по сравнению с их намазом. Ваши посты вы будете считать ничтожным по сравнению с их постами. Якрауна аль-Кур'ана ла юджавизу таракихим. Они читают Коран, но она не заходит туда, говорит у них. То есть не понимают суть Корана, не понимают нрав Корана. Ямрукуна миналь ислами, кама ямруку сахму миналь рамия. Они подобны, они до того отдаляются от ислама, как брошенная стрела, которая пробивает цель и в ту сторону выходит, говорит. И люди к нему подбегают, поднимают стрелу и смотрят, осталось ли что-нибудь на этой стреле из мяса этого. И там ничего не остается, говорит. То есть ничего из этого ислама у этих людей не остается, кроме внешности. Кроме того, что они зашли в ислам. И далее рассказал их признаки. Эти люди были хавариджами. Хавариджи, те люди, которых были внешне, поклонялись Аллаху до того, что люди считали это ничтожным по отношению к ним, но этот Коран не заходил туда внутрь. Понимание Корана не заходило. Не было адаба старшим. Не было нравов, не было способности терпеть. Аиша говорит, ради Аллаха, кана хулукуху Коран, говорит о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. Его нрав был Коран, говорит. То есть понимание Корана это что? Когда заходит в нас Коран, это что? Это когда наши нравы исправляются. Когда мы становимся мягкими по отношению к братьям. Когда мы умеем терпеть, когда нас обижают. Когда мы умеем терпеть, то есть проявлять хильм по отношению к нашим женам и к нашим детям, воспитать их правильным образом. Кана хулукуху Коран. Его нравом был Коран, говорит. Дай Аллах, чтобы Аллах сделал нас из тех людей, которые поняли этот Коран, которые вошло этот Коран в наши сердца. Пусть Аллах исправит наши дела, наши качества, наш характер. Пусть Аллах Субхану ва Тааля даст нам силы следовать пророкам, саллаллаху алейхи вассалям. Пусть Аллах Субхану ва Тааля исправит положение мусульман во всем мире. Пусть Аллах Субхану ва Тааля исправит положение мусульман в Шаме и в Палестине и в других местах, где мусульмане находятся под гнетом. Пусть Аллах исправит эту умму. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما بين المشارق والمغارب كلهم عامة آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصرنا وانصر المسلمين على القوم الكافرين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا رب العالمين.
اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وتهليلنا وتخشعنا، ولا تضربها وجوهنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.